Команды вооруженных сил России и Монголии вступили в гонку протяженностью более 100 километров в ходе второго дня состязаний конного марафона армейских международных игр 2021. В Туве конный марафон международных армейских игр проходит второй раз. В этом году участвуют 4 команды Монголии, Казахстана, Узбекистана и России. Прямо сейчас команда Монголии на этапе минное поле заняла круговую оборону, и сапер проходит 30 метров дистанции. В каждой команде 10 всадников с 3 запасными лошадьми. Один из этапов соревнований – марафон на дальнюю дистанцию. В ходе прохождения этапа военнослужащие демонстрируют свое мастерство в обращении с лошадьми, на которых преодолевают водную преграду с участком из минно-взрывных заграждений. Первый раз участвую на конный марафон в Туве. Вообще-то конный марафон Арафт в 2019 году у нас начали проводить в Монголии. А в 2020 году, в прошлом году, из-за пандемии не получилось у себя проводить. Настроение боевое, и конкурс организуется очень хорошо. Мы приехали 2 недели назад и готовились к соревнованиям. Тувинские лошади во многом схожи с монгольскими лошадями, они выносливы, а по росту чуть выше, чем монгольских лошадей. Также военнослужащие проведут конный дозор на участке местности длиной до 30 километров. Организуют ночлег с выставлением охранения, приготовлением пищи и установкой временного жилища. Да, у нас сейчас свои лошади получается. Ну, только марафон начинается, я не буду торопиться говорить результатов. Ну, трасса покажет нам это. У нас еще вторая точка есть, там преодоление конного дозора, это самый сложный участок. Там определение мишени, дальности и азимута. Во время передвижения 30 километров мы не должны разговаривать друг с другом, только жестами. Вечером мы должны доехать до ночлега. Там у нас еще одна точка есть. В обращении с лошадьми необходим навык. Участники из других стран признаются, что тувинские лошади своенравны и выносливы. С учетом опыта прошлых соревнований, чтобы не загнать лошадей, сейчас между этапами выделено время на отдых. Когда команда отдыхает, лошадей надо осматривать на больных, хромых. Если лошадь заболела, акты составлять на каждом остановке. Наиболее частые травмы, когда в последних этапах, когда лошади устают, потом там не могут ходить. Если лошадь пострадала, не может ходить, лошадь снимает. У них сейчас запасные лошади тоже есть. На нем можно ездить. Но свою лошадь пострадавшую тоже нельзя оставлять. Всегда с собой надо брать до конца. Перед стартом тоже, когда соревнования начинается, то лошадей осмотрели все, потом после этого только допускают соревнования. Судьи сопровождают участников на всем протяжении дистанции. Они также распределяются по жеребьевке. Например, у команды России судья из Узбекистана. Все, что было отмечено, зафиксировано судьей, основной результат это зависит от сапера, его подготовленности. Я могу ответить так. Кто-то быстро находит, кто-то сомнения в себе. Я думаю так. Вот я если уверен в себе, я наблюдаю все это поле, у меня аппарат миноискатель. Ну, у всех одинаковые условия, думаю. Как судья, я команда России, желаю успехов. Участники конкурса из Казахстана и Узбекистана, стартовавшие накануне, уже преодолели двухдневную гонку и успешно финишировали, выполнив ряд специальных заданий второго дня конкурса. Организовали водопой животных и осуществили перевозку оружия и боеприпасов на расстояние более 5 километров. На каждую лошадь вьючится по 4 ящика. Один ящик весит около 30 килограммов. 7 коней с боеприпасами и 3 лошади, специально оборудованные вьючными седлами, с минометом, АГСом и пулеметом. После чего выдвигается по маршруту протяженностью 5 километров и возвращаются обратно к месту выгрузки. Личному составу, безусловно, дается это все тяжело, потому что они преодолевают эту дистанцию почти что бегом вместе с конями. Дистанция не прямая, с извилистыми дорогами, подъемами, спусками резкими, косогорами.
Сегодня, 25 августа, команды России и Монголии уже финишируют. Далее всем 4 командам предстоит пройти марафон на короткую дистанцию. Армейские международные игры проходят в этом году на военных полигонах 11 государств. Организатором игр является Министерство обороны России. Впервые международные армейские игры были проведены в 2015 году на 11 военных полигонах России. Участвовало 17 стран. На открытии первых игр министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил, что международные армейские игры способствуют укреплению доверия между вооруженными силами разных стран. Айдана Холу, Чайхан Дунгак, Ангер Оржак, Тува 24.